Уважаемый Абдулла Нимгатович, уважаемый Акбек Сумбевич, уважаемые участники Международного инвестиционного форума, позвольте представить презентацию проекта строительства Камбаратинск ГЭС-1. Гидроэнергетика – это основное направление развития энергетической отрасли Кыргызстана. Общий энергетический потенциал страны составляет 142,5 миллиарда киловатт-часов. Кыргызская республика занимает третье место в странах СНГ после Российской Федерации и Таджикистана. В настоящий момент уровень освоения потенциала составляет 13%. На реке Нарын планируется построить 8 каскадов из 308 гидроэлектростанций суммарной установленной мощности 9287 мегаватт с выработкой 32 миллиардов киловатт-часов. Наш общий гидроэнергетический потенциал из действующих в Кыргызстане самая крупная станция – это Токтагульская гидроэлектростанция. Мощность его составляет 1320 мегаватт с объемом водохранилища 19,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Здесь вот показаны наши действующие станции, вот самые точки красного цвета, потом оранжевого цвета, чуть меньше, это у нас строящие гидроэлектростанции Камбаратинск ГЭС-2 и Камбаратинск ГЭС-2. Остальные все станции, которые на сегодняшний день планируются: Саржалский каскад, Верхненарынский каскад, Казарманский каскад, Сусамырский каскад, Алабугинский каскад. Камбаратинский ГЭС-1 находится в Токтагульском районе Джалабадской области. Выше Токтагульского водохранилища и оказывает сильное влияние на улучшение режима работы. Территория Камбаратинского ГЭС-1 расположена в среднем течении реки Нарын, 14 километров вверх по течению от существующей плотины Камбаратинск ГЭС-2. Проект строительства не оказывает негативных воздействий на окружающую среду и экологию в регионе. Наоборот, имеются существенные преимущества в рамках зеленой климатической повестки и выработки чистой энергии. На генеральном плане мы указали здание гидроэлектростанции, плотину высотой 265 метров, и указано выход в систему выдачи мощности на линию 500 киловольт Датка-Кимин и водосбросы, которые у нас при строительстве и в будущем будут служить на пропуск воды с реки Нарын. В следующем сайте у нас установленная мощность Камбаратинск ГЭС-1 составляет 1860 мегаватт. Среднегодовая выработка 5 миллиардов 640 миллионов киловатт-часов. Высота плотины 256, объем водохранилища 5,4 миллиардов кубических. И предварительным расчетом по ТО 2014 года 2,9 миллиардов долларов. Общая стоимость подготовительного периода нашего проекта составляет 44 миллиарда сомов. Это где-то ближе 500 миллионов долларов. Мы основные работы выполнили: строительство дорог, тоннель, мост через реку Нарын, линия электропередачи и поселок для строителей. Мы в будущем планируем подписание межправительственного соглашения между Кыргызской республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Планируем Международном инвестиционном форуме 10 июня 2024 года в городе Вене. На сегодняшний день Кыргызская республика завершается отбор консультанта на проведение актуализации ТЭО. Результаты ТЭО будут завершены до марта 2025 года с участием социально-экономических исследований. Подписание кредитных соглашений с ранними участниками планируется в июне 2025 года. Проект строительства Камбаратинской ГЭС является наиболее реализуемым по сегодняшним обстоятельствам.
На сегодняшний день выделен земельный участок площадью 6318 гектаров. Право пользования принадлежит акционерному обществу электрической станции. Населенные пункты сельскохозяйственного угодья не подпадают под зону отопления. На выделенном земельном участке нет объектов историко-культурного наследия. Имеется тело проекта, в данное время проводится актуализация на сегодняшний день. Реализация проекта строительства комбинатных ГЭС-1 приводит к эффективному управлению водным ресурсом Центральной Азии, улучшает регулирование водно-энергетического режима в регионе, позволяет дополнительное накопление воды в объеме 5,5 миллиардов кубических метров для ирригации стран ниже по течению реки Нарын. Реализация этого проекта также вносит вклад в расширение регионального рынка электроэнергии посредством перехода к чистой энергии, доходов от экспорта электроэнергии, сокращения парниковых газов. Мы предлагаем вашему вниманию предварительную структуру проекта с участием Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Республики Казахстан. От имени правительства 3 стран будут выступать Министерство энергетики каждой из стран. Каждое министерство, в свою очередь, назначает исполнительное агентство. Далее создается совместная проектная компания для реализации проекта комбинатных ГЭС-1. Из данной проектной компании будут заключены долговое финансирование и финансовым институтам, на которые будут давать суверенные гарантии правительства государства и гаранты по долговому обязательству. Контракт по сопровождению технадзора с компанией, управляющей проектом. Строительные контракты с подрядными организациями. Контракты на эксплуатацию и обслуживание эксплуатирующей компанией и PPI-контракты на продажу электроэнергии с покупателями электроэнергии. В заключение хотим отметить, что реализация данного проекта – это ключевой шаг обновления нашей энергетической инфраструктуры и стимул для экономического развития в наших странах. Гидроэлектростанции будут не только источником энергии, но и создадут рабочие места, улучшат условия жизни местных жителей. В настоящем мы приглашаем международные финансовые институты, инвесторов и компании присоединиться к этому процессу. Вместе мы можем реализовать этот амбициозный план и внести значительный вклад в энергетическую стабильность региона. Спасибо за внимание.